Здравствуйте, в эфире новости, в студии Петр Васильев. Коротко о темах выпуска. Сохраняя традиции и приумножая опыт предков, в республике сегодня отмечается День народного мастера. Праздник детского спорта официально завершился в Кузбассе. Якутия на 10-м месте в общекомандном зачете вторых зимних игр «Дети Азии». Жители Хандаги обучили оказанию первой помощи. В районе работает медицинский автопробег «Готовность». День народного мастера отмечается в Якутии сегодня. Этот уникальный праздник посвящен хранителям духовного наследия, носителям материальной культуры земли Улунхо. Это кузнецы, ювелиры, косторезы, резчики по дереву, мастерицы-рукодельницы и все талантливые умельцы, чья жизнь связана с народным, прикладным искусством и традиционными художественными промыслами. Глава региона Айсен Николаев поздравил всех причастных с праздником, выразив глубокую признательность и уважение всем мастерам, энтузиастам и тем, кто продвигает их идеи, помогает реализовывать проекты. В республике учредят стипендии народным мастерам. Такое решение глава региона принял по итогам встречи с народными мастерами республики и их учениками. Выплаты предложено учредить по видам производств. Для мастеров по дереву, производству художественной керамики, ювелирных изделий, для мастеров по обработке камня, кости и рога, производству строчевышитых изделий и ручному плетению из конского волоса, художественной обработке кожи и меха. Сегодня высокое звание народного мастера Якутии носят 275 человек. Качество исполнения очень повысился. Основываемся археологическими раскопками, с археологом работаем, музейными экспонатами работаем. И поэтому как истинно национальные якутские делаем. Орнаменты, форма обязательно, каноны, традиции обязательно соблюдаем. И с академией плотно работаем, не черметом, МВТУ имени Баумана. Вот так развиваемся. В честь праздника по улицам Якутска пройдет масштабное шествие в национальных костюмах. В связи с этим в столице республики с 12 до 14 часов дня перекроют проезжую часть от площади Орджоникидзе до площади Ленина. Водители просят быть внимательными и заранее планировать пути маршрута. И к другим темам. Республиканский центр медицины катастроф Минздрава Якутии с автопробегом «Готовность» побывал в поселке Хандыга. В ходе автопробега проверили готовность сил и средств медицинской службы гражданской обороны и обучили население оказанию первой помощи. Подробности далее. Сотрудники Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Республики провели методическую работу для медицинского персонала. Тема учения – действия сотрудников Тампонской больницы при ликвидации медико-санитарных последствий ДТП. Ситуационная модель «Автодорога Колыма», где произошло ДТП с 50 пострадавшими. Ведь в Тампонском улусе большинство поселений расположены вдоль федеральной автодороги Колыма, где, к сожалению, частые дорожно-транспортные происшествия. К нам приехала бригада Республиканского центра медицины катастроф во главе главного врача Владимира Андреевича Сотникова. Провели командно-штабные учения, ситуационные решения задач с нашими врачами. Провели, получается, мастер-класс, как что проводить при экстренных ситуациях с целью улучшения работы наших экстренных служб. Это, получается, врачи, хирурги, анестезиологи, ну и другие врачи. В рамках пробега готовности медики провели учебную работу среди разных категорий населения по оказанию первой медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации. Сертификаты получили свыше 100 человек. По документациям, по снижаемым запасам, оценивается как хорошо, на оценку хорошо. А по учебной части, тоже, скажем, удовлетворительно. Именно по действиям сотрудников, медики находятся в каких бригадах, какие действия, как должны оповещать, какие оперативные донесения должны направлять в первую очередь. В ходе командно-штабных учений сотрудники Центра медицины катастроф отметили нехватку врачей и транспортных средств на местах. Вместе с тем, как положительный фактор, подчеркнули знания и опыт медицинских работников в решении поставленных задач. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Запад хочет нас под себя подмять. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента Республики по охране объектов культурного наследия Гаврил Терентьев. Он убежден, что специальная военная операция является верным решением со стороны президента страны, чтобы сохранить независимость России. Маргарет Тэтчер в свое время говорила, что нечестно, что у России столько богатства, и они хотят, чтобы мы бесплатно этими делились. А еще более можно подробно сказать, что они хотят видеть, как в 90-е годы мы были слабые, в это время можно было нас спокойно грабить.
тем же приватизация, они же все это умышленно делали. Мы должны все это очень выдержать. Если мы не выдержим, то, как говорил в свое время там Сталин, еще, если мы не выдержим, то нас сомнут в порошок, и мы миру не нужны. Изо дня в день улучшают свои спортивные результаты иркутяне с особенностями здоровья, ведь для них проводят бесплатные занятия по карате. Чем полезны боевые искусства и как спортсмены готовятся к первым в жизни соревнованиям, расскажет наша коллега Дарья Ивазова. Ведешь перед собой, пошла рука. Под руководством тренера 22-летняя Катя доводит до совершенства каждое движение. Несмотря на диагноз ДЦП, иркутянка уже 2 года занимается карате, а в декабре она получила желтый пояс. Он означает, что спортсменка уже не новичок, но ей еще многому предстоит научиться. Поначалу очень было сложно. Сначала все тело болело, а потом уже как-то через год уже привыкла. Для меня карате дает дисциплину, много всего можно узнать, больше всего двигаешься же. Даже было такое, что я одна приезжала на тренировку. То есть без родителей. Вызвала себе такси, приехала сюда. Ну вот так. Когда не хочется прогуливать тренировки. В группе Кати еще 2 человека. Один с ДЦП, другой с аутизмом. Тренирует их Эдуард Бальжанимаев. 2 года назад спортсмен вместе с Иркутским обществом инвалидов набрал пробную группу для занятий боевым искусством. Они проходят бесплатно 2 раза в неделю. Присоединиться к занятиям могут и другие иркутяне с особенностями здоровья. Если в привычном всем карате 2 дисциплины – бой и каты – это комплекс технических упражнений, то в адаптивном карате сохраняются только каты. Мы работаем над этой дисциплиной, она развивает очень хорошо координацию, очень хорошо помогает, когда есть проблемы с осанкой. В качестве примера, мама через 2-3 месяца, девочка Катя, которая занимается, отметила, что она начала сидеть на коляске с прямой спиной. Ну и аспект социализации, когда люди приходят, тренируются вместе, выезжают на соревнования. На соревнования воспитанники Эдуарда отправятся уже на следующей неделе. Спортсмены поедут в Улан-Удэ на открытое первенство в Бурятии. Там предусмотрена отдельная дисциплина – адаптивное карате. Бывает, нервничаешь только в самый ответственный момент, а так нет ни нервоза, ни беспокойства. Личная цель в плане карате – это, конечно же, повышение званий. Сейчас желтый пояс, хочу оранжевый. Периодически я повторяю тренировки и дома. Это помогает более ответственно подходить к тренировкам уже в зале. Предстоящий турнир для всех 3 – первые соревнования в их жизни. И очередной шанс доказать себе и окружающим. Диагноз спорту не помеха, если есть усердие, желание и возможность. Дарья Ивазова, Андрей Назаров. Новости по будням. Минувшим днем якутским лыжникам удалось взять 4 награды разного достоинства на Детях Азии в Кузбассе. В завершающий день на лыжной базе «Снежный» прошла эстафета дружбы, где золотой медалью отличился Николай Копырин в составе команды «Снежинка». А Павел Сергеев получил бронзу с командой «Елочка». Среди девушек серебро у Полины Николаевой, бронза у Анны Глотовой. Составы команд были укомплектованы путем жребия. Девушки пробежали 3 километра, юноши – дистанцию в 5. Всего на играх Дети Азии якутские спортсмены завоевали 8 медалей. Все спортсмены являются воспитанниками Алданской спортивной школы Олимпийского резерва. Сегодня эстафета была очень напряженная. Очень интересно было с другими регионами в команде быть, тоже болеть за них. Я считаю, очень хорошо выступили. Все было очень хорошо, отлично. В Кузбассе официально завершились 2-е зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Праздник спорта собрал 12 стран-участников. За медали высокого достоинства бились около 900 спортсменов из разных стран. Всего на играх разыграли 57 комплектов наград по 12 видам спорта. В общекомандном зачете республика заняла 10-ю строчку. Следующие зимние игры пройдут через 4 года, ну а летние примет у себя родина игр – Якутия. Как показательный вид спорта, да, организаторы сделали это волейбол на снегу, там тоже наши юноши и девушки участвовали. А так у нас всего 70 спортсменов было в копилке сборной республики, у нас всего 8 медалей. Ребята очень много опыта набрались, они подружились с ребятами из других стран, регионов, да. Они вместе в будущем будут выступать, не раз встретятся на
разных соревнованиях разного уровня. Все ребята достойно выступили, и для них это очень большой опыт. И это Детиади, это начало победы, это для них будет стартовой площадкой именно для будущих побед. Ну а в столице Якутии проходят финальные игры чемпионата по баскетболу среди мужских и женских команд. Всего в соревнованиях принимают участие 18 команд, из них 13 мужских и 5 женских. В финал вышли представители Якутска, Хангаласского района, Вилюйского и Нюрюнгринского районов. Отмечу, что сам чемпионат проходил с 11 февраля по 5 марта. Я как руководитель федерации заинтересован, чтобы баскетбол развивался, чтобы о баскетболе знали, потому что это очень красивая игра с мячом, потому что баскетбол влечет в свою большую массовость, да, и во время игры баскетбол развивается очень много различных качеств. Это особо взаимодействие между игроками, потому что это командная игра. Строительство бассейна в Сунтаре с самого начала шло интенсивно, но по ряду вопросов затянулось на 3-й год. Провести такое сложное сооружение, как бассейн в сельской местности, оказалось непросто. Сейчас на стройке ведут каркасные работы 17 человек, и после этого на следующей неделе внешнюю поверхность начнут обшивать сэндвич-панелями. Работу контролирует администрация района. Открытие объекта планируется в августе текущего года. Все материалы здесь на объекте находятся, весь комплекс работ, которые должны выполнить. До 20 апреля мы сейчас срок назначили, что мы хотим закрыть сэндвич-панелем всю здание, да, и начинать на монтаж вентиляционного оборудования и дать фронт работы на установку сантехоборудования, сантехсистему. Это были все новости к этому часу. Мы продолжим следить за новостями в республике и за ее пределами в дальнейших эфирах. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.